Нужен ли Северной Осетии вытрезвитель и попадут ли остинские борцы на первенстве России? Подводим итоги информационной картины дня на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова. Здравствуйте. Чему не учит трагедия в Кемерове и какие уроки не извлекаем? Во всех школах и детских садах Кировского района выявлены нарушения пожарной безопасности. Впору искать кошку. 30 семей вынужденных переселенцев получили сегодня сертификаты на жилье. И какая работа продолжается? Все подробности в выпуске. В память о бессмертном подвиге. Ко Дню Победы у памятника Петру Барбашову откроется новый мемориальный комплекс. Кто стал инициатором? Расскажем. Устранением проблем, как правило, начинают заниматься после трагических событий. Трагедия в Кемерове стала очередным сигналом к запоздалым действиям. Нарушения пожарной безопасности обнаружены во всех школах и детских садах Кировского района. Ни в одном общеобразовательном учреждении нет так называемой системы дублирования. Устранить нарушения руководителям поручили еще в конце прошлого года. Однако все осталось на уровне разговоров. Сейчас дело передано в суд. Все подробности у Генриетты Албеговой. План эвакуации имеется. Сколько планов должно быть? На каждом этаже должен быть план эвакуации при выходе. На видном месте. Да. У вас есть? У нас в двух местах, они с той стороны и с этой стороны, и там же. Первого этажа план здесь, а на втором там. Как действовать в случае срабатывания пожарной сигнализации, в этом детском саду знают не понаслышке. Регулярно здесь проходят учебные тренировки. Подробные инструкции в картинках, дополнительная помощь для детишек. Руководители дошкольного учреждения говорят, к своим задачам подошли с особой ответственностью. По правилам пожарной безопасности в учреждении обязательно должны быть эвакуационные выходы со второго этажа. Причем не заблокированные, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации дети могли беспрепятственно покинуть помещение. В этом детском саду 15 таких выходов, в том числе и на первом этаже. Но специалисты говорят, даже этого недостаточно. Чтобы объект можно было считать готовым к противопожарной безопасности, он должен быть оснащен системой дублирования сигнала. Так, на пульт дежурной службы МЧС автоматически будет поступать информация о возгорании, а сейчас эту функцию выполняет сотрудник охраны. Это просто оповещать на месте, и люди уже знают. Дети уже выходят и эвакуируются. Вот так. То есть это простое, не дублирующее устройство. Во второй школе селения Ильхотова такая же ситуация. Система работает исправно, следят здесь и за наличием огнетушителей. Но недостатки специалисты все же выявляют. И касаются они тоже системы дублирования сигнала. О всех проблемах пожарной безопасности мы знаем, но, к сожалению, не можем обеспечить из-за нехватки финансовых средств. Скажем, тревожную кнопку мы не можем провести самостоятельно в отдел пожарной охраны. О этой проблеме знает районное управление образования, районная администрация, так что будем надеяться, что они нам установят. Проверку противопожарной безопасности специалисты провели еще в конце прошлого года. Свои предписания по выявленным нарушениям они направили руководителям образовательных учреждений. Результаты ждут до сих пор. В марте-апреле мы провели контрольную проверку и выявили, что нарушения фактически не устранены и продолжают иметь место. В связи с чем было принято решение о том, чтобы направить в Кировский районный суд административные исковые заявления о признании бездействия руководителей школьных учреждений незаконным и обязании их провести мероприятия по установке вышеуказанных систем дублирования сигнала. Всего сотрудники районной прокуратуры со специалистами МЧС проверили 22 учебных заведения в Кировском районе, 9 школ и 13 детских садов. Во всех из них выявлены недоработки. Исправлять их руководители учреждений теперь будут по решению суда. Генриетта Албегова, Александр Каджаев. Новости Осетии. Во Владикавказской 25-й школе имени Героя Советского Союза Александра Астаева накануне состоялись профилактические учения по эвакуации людей в случае пожара. Акцию провели спасатели совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних номер 1 по промышленному району. По легенде, горел центральный вход на первом этаже. Акция школьникам понравилась. Говорят, что знать правила противопожарной безопасности необходимо каждому. Специалисты научили ребят, как надо вести себя в чрезвычайной ситуации. Отметили, что крайне важно не паниковать и сохранять хладнокровие
здоровья. Гости на примерах показали, к чему может привести неорганизованность при пожаре, и рассказали детям, как этого избежать. Стоит отметить, что такие акции в школе устраивают ежегодно. По словам как самих детей, так и спасателей, мероприятие никогда не должно терять своей значимости и актуальности. По легенде, у нас было возгорание центрального входа на первом этаже. Пламя перекинулось на второй этаж. Эвакуация с третьего этажа была невозможна по лестничным площадкам. И пришлось эвакуировать по веревкам. Дети меньше будут паниковать, и не будет создаваться давка, и более комфортный выход будет. Каждый год у нас проходит экстренная эвакуация. Нам показывают, как оказывать первую скорую помощь. То, что поможет не только мне в чрезвычайной ситуации, но и остальным. Надеюсь, что, конечно, такого не произойдет, и это мне не понадобится, но я уже буду знать, как себя вести, как действовать. Министерство строительства и архитектуры Северной Осетии продолжает выдачу жилищных сертификатов. Совсем недавно документы уже получили вдовы Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны боевых действий. Сейчас правом на получение квартир стали наделять и другие категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На первом этапе это более 200 человек. Сегодня сертификаты получили 30 семей на общую сумму 493 миллиона рублей. 16 семьям из них документ достался вне очереди. Также в списках получателей 6 семей граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Напомним, за 10 лет существования программы жилищные условия улучшили более 400 семей. На 2018 год республике планируется выделить порядка еще 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Обладателями сертификатов станут около 600 семей. Дали нам такую возможность приобретения жилья. Это очень важно. Мы вынужденные переселенцы, и без своего жилья тяжело. И с помощью вот этой программы мы приобретем свое жилье и будем жить уже как полноценные граждане Северной Осетии и Российской Федерации. Проверили учетные дела по каждому району, учетные дела именно этих получателей самих. Провели межведомственную комиссию, решение уже принято по ним. Дается им 7 месяцев на то, чтобы они реализовали свои права. Можно приобретать и на первичном рынке, и на вторичном, и в частном секторе. Это законом сейчас не запрещено. Возродить медвытрезвители и разработать общую систему правил их работы на федеральном уровне предложили депутаты Астраханской области. Они уже направили обращение в Госдуму. Вытрезвитель когда-то существовал и в Северной Осетии. Его упразднили во время реформы системы МВД. Людей в алкогольном опьянении стали доставлять в наркодиспансер. Для пациентов с тяжелой формой опьянения открыли специализированный блок. А вот тех, кто не добрал градусов до умопомрачения, просто кладут в стационар, что доставляет неудобства другим пациентам. Наш корреспондент Николас Джоев теперь знает об алкоголе все, и вот его репортаж. До 2006 года в этом здании располагался вытрезвитель. Сюда доставляли людей с алкогольным опьянением. Рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь им не приходилось. Помимо этого, каждый попавший сюда сам оплачивал свое пребывание в учреждении. Инициатор закрытия медицинского вытрезвителя генерал-майор милиции в отставке Сослан Сикоев рассказывает, нетрезвым гражданам не только не оказывали квалифицированной медицинской помощи, но особо не церемонясь, изолировали на сутки вне зависимости от степени опьянения. Не было никаких медицинских процедур, не было, никаких моментов не применяли. То есть буйных связывали, буйных укладывали, не буйных ложили спать. И, в общем-то, до утра проспали, утром им выписывает протокол. Сегодня людей с тяжелой алкогольной интоксикацией доставляют в республиканский наркодиспансер. Как рассказывает главный врач медучреждения, для спасения людей здесь созданы все условия. Только за предыдущие 3 месяца помощи оказали свыше 1200 пациентам. Около 2 лет почти открыли специализированный блок для лечения тяжелых отравлений алкогольных, наркотических, 1-я, 2-я степень комы и другие. И вообще-то, собственно говоря, людьми, находящимися в тяжелой степени опьянения. Они поступают сюда сразу, минуя приемный покой. Как говорят в профильном министерстве, необходимо создать еще и условия для людей, которые попадают в обычный стационар в менее тяжелом состоянии. На сегодняшний день пациенты с алкогольным опьянением, с алкогольными отравлениями попадают в общеклиническую сеть, в терапевтические отделения.
и в тяжелых случаях попадают в реанимационное отделение наркологического диспансера. Мы постараемся создать такую систему, которая минимизирует риски отравления алкоголем. Как пояснили в Министерстве внутренних дел, нетрезвых граждан полиция сегодня уже не доставляет в отделы. Обнаружив пьяного на улице, полицейские вызывают скорую помощь. И пока медики спешат на помощь, патрульные вынуждены ждать. В целом такая система малоэффективна. В ходе административной реформы системы Министерства внутренних дел в его структуре были упразднены медицинские вытрезвители. Вместе с тем, данный вопрос остается крайне актуальным и требует дополнительного законодательного урегулирования, как со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации, так и со стороны органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Пока профильные министерства не пришли к общему знаменателю, нетрезвые граждане по-прежнему попадают в обычные больницы, доставляя неудобства как другим пациентам, так и медперсоналу. Николас Джуев, Артур Габуаев, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Центр медицинской профилактики Северной Осетии провел социальную акцию во Владикавказе. Каждый желающий смог измерить артериальное давление, уровень сахара в крови, узнать мышечную силу рук. На помощь специалистам пришла и современная техника. Все исследования проводились на компьютерах. Отметим, что акция была приурочена ко Всемирному дню здоровья. Традиционно его отмечают в апреле с 1948 года. Девиз мероприятий «Здоровье для всех». Дата совсем не лишний раз напоминает нам о том, как важно бережно относиться к своему здоровью. Специалисты не устают повторять, что болезнь легче предупредить, чем лечить. А современные технологии позволяют выявить недуг намного раньше. Особенно актуально вовремя распознать патологии сердечно-сосудистой, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Добавим, что такие акции Североостинский центр проводит ежегодно. Наш центр медицинской профилактики сегодня организовал эту акцию для того, чтобы стимулировать людей, наших жителей республики, на здоровый образ жизни. Очень много молодежи подходит, и люди преклонного возраста, им очень интересно. Мы им рассказываем, даем наглядные пособия для того, чтобы они читали, просвещались. И такое объявление. Завтра, 10 апреля, с 10 до 14 часов будет ограничена подача воды на улицах Гаккаева и Весенней. Вынужденная мера связана с проведением ремонтно-профилактических работ. Водоканал приносит свои извинения горожанам за доставленные неудобства. Продолжаем выпуск. 9 мая откроется новый мемориальный комплекс неподалеку от памятника Петру Барбашову. На расширенной территории развернется музей военной техники времен Великой Отечественной. Идея создания такого памятного комплекса принадлежит министру внутренних дел Северной Осетии Михаилу Скокову. Дизайн проекта сотрудники республиканского МВД также разрабатывали сами. О последних приготовлениях перед официальным открытием в материале Сабины Гатаговой. Фонари освещения, лавочки, урны, таблички с информацией о подвигах героев войны. Новая аллея у памятника Петру Барбашову откроется уже в начале мая. Место под названием Барбашово поле усиления «Гизель» превращается в военно-исторический комплекс. На новый памятный объект уже прибыл один из легендарных танков Победы ИС-3. Он уже занял свое почетное место в будущей экспозиции. Готовится площадка еще для 7 новых экспонатов. Мемориальный комплекс новой экспозиции предназначен сыграть большую роль в воспитании у подрастающего поколения интереса к истории страны, родной республики. Он будет прививать чувство истинного патриотизма и преданности Отечеству. Министр внутренних дел Михаил Скоков регулярно лично проверяет ход ремонтных работ. За время реставрации расширили помещение. Экскурсанты теперь смогут окунуться почти что в реальную атмосферу боевой обстановки. Максимально интенсивно работаем, буквально говоря, круглые сутки, пока нам позволяет погода, хотим максимально успеть сделать. Уже, как вы видите, более 60% работ закончено. И стараемся, прикладываем усилия, чтобы закончить все в срок. Торжественное открытие обновленного военно-мемориального комплекса Барбашово поле состоится накануне Дня Великой Победы. Сабина Гатагова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Не стало народной артистки Северной и Южной Осетии Азат Цгоевой. На сцене она посвятила 25 лет своей жизни. Была ветераном академического ансамбля «Алан». Ей рукоплескал весь мир. Говорят, сам великий полководец Исаплиев плакал, когда Азат Цгоева пела. Художественный руководитель ансамбля «Алан» Хаджисмел Варзиев писал в своих воспоминаниях, что после ухода со сцены Азат Цгоевой более не появлялась исполнительница, имевшей такой проникновенный тембр и такую манеру исполнения с особым извлечением звука. Ушла со сцены
Сцена «Женщина рана» в связи с гибелью двоих сыновей и долгами кредиторам. Последние годы Азат Сгоева жила в Северостинском доме-интернате «Забота». Во Владикавказе состоялись веселые старты для детей-инвалидов. Инициатором выступил реабилитационный центр детей-инвалидов «Алания». Таким образом, отпраздновали 20-летие центра. Спартакиада прошла под девизом «Смотри на меня, как на равного». В турнире приняли участие несколько команд, в каждом из них подопечные центры реабилитации. Организаторы отметили, мероприятия такого формата очень важны. Таким образом, проводится большая работа для социально-психологической реабилитации. Развивают детей и творчески. Самое главное, отмечают организаторы, дети не чувствуют себя ущемленными. Несмотря на свои физические недостатки, они очень оптимистичны, они любят жизнь, они стремятся быть наравне со здоровым обществом. То, что они добры и то, что они отзывчивы, еще дополнительно плюс ко всему сказанному. Наши дети стремятся всегда достигать во всех направлениях все самое лучшее. И еще о спорте. В Северной Осетии состоялось первенство СКФО по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Турнир – дань памяти заслуженному тренеру России Казбеку Дидикаеву. Он подготовил многих известных спортсменов-борцов. Среди них олимпийские чемпионы, победители и призеры чемпионатов Европы и мира. Казбека Дидикаева не стало 2 года назад. В прошлом году уже проходил турнир его памяти, но на уровне республики. Теперь это первенство СКФО. На соревнованиях побывала и наш корреспондент Алана Тамаева. Подробности в ее материале. Свисток судьи и после – минуты, которые определяют многое в спортивной карьере юношей. В республике прошло первенство СКФО по вольной борьбе. Турнир был посвящен памяти заслуженного тренера России Казбека Дидикаева. На арене манежа собрались десятки спортсменов из разных республик округа, чтобы показать свой уровень. Очень много ребят борются хорошего уровня, победители, призеры первенств России, победители Европы есть, которые в некоторых весах даже в финал не попали. Ну, турнир получился очень таким интересным, было очень много схваток. Участие в первенстве СКФО открывает спортсменам доступ к финалу первенства России. Отбор при этом не детский. К первенству СКФО спортсмены готовятся месяцами, ежедневные тренировки, диеты и весогон. Все для того, чтобы из раза в раз выходить на мат и доказывать: Осетия – кузница настоящих спортсменов. 11 ярких схваток в разных весовых категориях, от первого наилегчайшего до супертяжелого веса. Все борцы не старше 18 лет, но уже показывают силу духа и мастерство, а главное – волю к победе. Сильно обрадовался, но давно не выигрывал. После травмы я мое первое место, и я очень этому рад. Сейчас через 3-4 дня улетаю в Смоленск, там будет первенство России среди молодежи. Планирую там выступить, а дальше посмотрим. Болельщики переживали и радовались не меньше борцов. Манеж наполнился по-настоящему спортивной атмосферой. Ребят поддерживали как могли. Такой запал чувствуется и помогает на ковре, говорят выступающие. Была схватка, очень интересная, захватывающая. Насколько я понял, наш борец проигрывал, но вроде бы выправил всю ситуацию к концу. Смог собраться с силами, и, конечно, это меня порадовало. Положительно отношусь к таким соревнованиям. И еще, конечно же, это память Казбеку Исаевичу и всему тому, что он сделал. Организаторы уверяют, память о заслуженном тренере жива. И особо чувствуется она здесь, на борцовском ковре. На юных спортсменов смотрит учитель, вдохновляя на покорение новых высот. Алана Тамаева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Во Владикавказе состоялся свадебный фестиваль, на котором были представлены популярные компании по организации свадеб. Оценитель полюбоваться традиционными свадебными платьями, осетинскими платками, красочными арками и многим другим мог любой желающий. Розыгрыши, мастер-классы, веселое настроение. Будущим женихам и невестам представили обширную программу. В рамках фестиваля состоялся конкурс на лучшее знание национальных свадебных традиций и обычаев. В финале мероприятия гости посмотрели небольшой концерт. Организаторы надеются, что первый блин не станет
комом, и фестиваль надолго пропишется во Владикавказе. В следующем году они намерены расширить границы и сделать фестиваль еще грандиознее. На этом у меня все. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.